Добрый день всем, друзья. Мы сегодня с вами в рамках современного формата, который называется подкаст нынче. Надеюсь, что он будет долго жить и здравствовать и будет полезным инструментом для наших коллег. А именно мы сегодня с вами собрались здесь, чтобы быть тем самым глазом наших коллег, профессионалов в сфере туризма. Меня зовут Виктория Павленко, я представляю выставочную компанию ТЭСА, агрегатора основных выставочных конференционных событий в Казахстане. Сама являюсь руководителем некоторых из них и имею большое счастье видеть вас здесь сегодня, познакомиться с вами поближе, возможно, познакомить еще кого-то с вами. Надеюсь, это будет эффективно и приятно. У нас сегодня в нашей импровизированной студии Семенов Владислав, представляющий Чембулак и являющийся коммерческим директором этой структуры, не побоюсь этого понятия, Асем Казбагарова, руководитель тоже крупнейшего по внутреннему и международному туризму оператора под названием Skyway, Ширин Мусина, представляющая наш город под брендом Visit Алматы. А тема нашей сегодняшней встречи, я думаю, как и тема последних крайних, предыдущих, текущих лет в туризме, лет становления, это, назовем это так, пролонгирование работы в сезон и вне сезон, продление туристского сезона на 365 дней в году, позволить зарабатывать себе, кому-то еще, развитием сервиса и, собственно, вообще развитием отрасли в Казахстане, чтобы она не имела ни как такового заключения, а лишь только продолжалась. Предполагаемые, мы вот перед встречей с коллегами обсудили какие-то возможные движения и актуальные направления в этом сегменте на будущий период и в течение текущего времени. Это, безусловно, МАЙС, продукт. Все мы знаем его под видом и брендом делового туризма, но это не только деловой туризм, это все, что касается передвижения людей в пространстве с какой-то целью, на какой-то определенный поинт или мероприятие, а также для встреч или каких-то познавательных, поощрительных мероприятий. И каждый из нас об этом что-то дознает. Есть новые продукты, в которых наш город принимает участие и продолжает намерение дальше двигаться в этом направлении, развивая всю инфраструктуру Алматы и прилегающих окрестностей. И об этом нам расскажет Ширин, что Спасибо нас ждет. Да, на самом деле деловой туризм, он как раз-таки позволяет, насколько мы все знаем, да, сезонность, она начинается в апреле, в мае, заканчивается условно там в октябре, потому что это такой теплый период, где люди берут отпуска, передвигаются с семьей, и вот эти вот 5-6 месяцев, они являются, наверное, сезонностью для любой страны, для любого города, для любой дестинации, которая принимает туристов. Наша задача, наверное, закрыть вот этот вот промежуток, который начинается с ноября по март. И чаще всего один, наверное, из инструментов, который мы имеем, это деловой туризм. Деловой туризм хорош тем, что это как раз-таки тот сегмент, который очень подходит для города Алматы по нескольким причинам. Первая причина, и, наверное, основная, потому что Алматы в целом рассматривает туристов, то есть есть два понятия туриста. Первое — это, наверное, турист, который массовый турист. Массовый турист, он чаще всего идет и рассматривает, наверное, свою дестинацию как что-то укомплектованное, как в виде туров каких-то или в виде каких-то своих собственных самостоятельных путешествий, которые он сам собирает. И есть качественный турист. Качественный турист, он выбирает дестинацию по каким-то своим личным признакам, по каким-то своим личным предпочтениям, он более состоятельный, да, у него больше ресурсов и больше возможностей посетить эту дестинацию. Вот, мы больше рассматриваем Алмату как дестинацию для качественного туриста, который может оставлять у нас, да, вот основной момент туризма. Основной момент туризма в том, чтобы экономика страны, экономика города расцветала, чтобы к нам привозили деньги, привозили эмоции, забирали эмоции и оставляли у нас их в том числе. Да, происходил какой-то обмен, и мы все знаем, да, что по статистике есть несколько видов туристов. Тоже вот, да, есть внутренний турист. Внутренний турист у нас в среднем, да, по данным, которые у нас есть у MasterCard и у Visa, они оставляют там условно $100, да. А есть внешний турист. Внешний турист в среднем оставляет $700. Но там такой разбег идет. Допустим,
ближнее зарубежье у нас составляет там около $160-200, дальнее зарубежье, да, условно, это Эмираты, Китай чаще всего, это от 1200 и выше. Но их 10 человек, а внутреннего туризма 10 тысяч может быть. Но это может быть намного больше на самом деле, но если рассматривать качественный турист, то вот как раз-таки B2B мероприятия, B2G мероприятия, они покрывают дальнее зарубежье, и вот эти все форумы, выставки, конференции, которые у нас проходят, они чаще всего проходят как раз-таки вне сезон. Не сезон, это, да, ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, сейчас февраль. Скажет Чимбулак, а как же мой сезон? Да, что, мы закрываем его с ноября по март? Ну, у нас, наверное, в этом отношении там какая-то, может, не уникальная ситуация, но другая, да, то есть понятно, что для нас, наоборот, там, если говорить как для курорта, вот летняя история, она загрузить лето, это была там задача, которую мы Ваш там сезон, он другой. Да, поставили там все 5 лет назад о том, что приоритетно сделать так, чтобы превратить курорт из горнолыжного курорта в курорт, горный курорт, да, какой-то всесезонный курорт. Ну, я думаю, вот когда сейчас Ширин расскажет про вот эту изюминку с ассоциацией МАЙС, и мы перейдем, потому что Чимбулак напрямую может быть таким звеном, как и в МАЙС-туризме, как раз-таки где-то в межсезонье, и, в общем-то, целенаправленно уже в свой сезон для любого. Там, скажем, приоткрою, секрет, да, то, что сейчас, да, мы именно в эту сторону работаем, то есть о том, чтобы у нас есть пару костылей, не пару, а конкретно там один, который сейчас как бы затрудняет развитие в этом направлении, сейчас его решаем, и я думаю, потом проблем не будет в будущем принимать мероприятия, там, скажем, до 200, до 300 человек, в нашем случае, чтобы это было комфортно для всех. На самом деле Чимбулак очень конкурентоспособный. Мы вот позавчера буквально разговаривали с нашими коллегами с Profit Travel, обсуждали возможность, наверное, и какие-то конкурентные преимущества Чимбулака совместно с нашими соседями. Самый большой плюс — это то, что Чимбулак и в целом все, наверное, наши горнолыжные курорты, они хороши тем, что гостю не нужно... то есть там высокая загруженность в том же Шерегеше, да, ты приезжаешь, там очень высокий, там овербукинг идет практически постоянно, и нет возможности там остановиться в городе, потом приехать, расположиться, там, не знаю, посидеть, покушать, поиграться, покататься и вернуться назад. То есть Алматы в этом плане уникально, что у нас 20 минут буквально. Да. Ты можешь прилететь, ты можешь поселиться в любом отеле, хостеле, да где угодно, снять квартиру, потом поехать в городе, взять и арендовать. У нас очень хорошая инфраструктура в этом плане развивается. Взять и арендовать одежду для лыж и спокойно поехать туда, покататься и после, не знаю, вечером, после обеда вернуться и спокойно уже в городе быть. Да, там это самая большая фишка, да, о которых знают не только онлайн. То есть это помогает и расходы сократить, тебе не нужно брать с собой все, тебе не нужно покупать, потому что это очень дорогостоящее, да, наверное, оборудование. И обувь, и одежда, и это все. А здесь это все очень здорово обустроено, и это не так дорого выходит для каждого из гостей, которых мы принимаем. Да. Ну, Владислав сказал, что они готовят, видимо, какое-то помещение. Да, говорим про конференц-зал. Да, конференц-зал, да. Ой, здорово. Да. А Ширин нам немножко ранее сказала, что Алмата готовится вступить. Да, есть очень... В чем задача на самом деле госорганов и квазигосударственных компаний? Это быть таким вот проводником и, не знаю, органом, который собирает всех вокруг себя и позволяет каждому из них работать и выполнять свою обязанность, да? Вот. Есть такая организация ICCA, это International Convention and Congress Association, такая международная ассоциация. Это такая платформа, в которой есть доступ, то есть для того, чтобы к ней получить доступ, тебе нужно стать членом этой ассоциации, вы подаете заявку, оплачиваете взнос первоначальный, становитесь членом этой ассоциации, и у вас открывается доступ на все мероприятия. Единоразовый или ежегодный? Ежегодный. Да, то есть там есть первый взнос, потом ежегодная оплата, то есть взнос вы оплачиваете единожды, а ежегодная оплата, она проходит, то есть постоянно. И это дает? Это дает очень большие преимущества в том плане, что вот условно все форумы, выставки, конференции, которые проходят и должны проходить вот во всем мире, там принимается как раз-таки решение, будет ли тот или иной город, та или иная страна
хостом, то есть Как бы хозяином, да. передвижные мероприятия, которые правильно. разыгрываются на арене мирового масштаба. Да. Какой город будет в этом году принимать, например, там Экспо, да, или Абсолютно чемпионат мира, например, или там еще какой-нибудь карнавал. Да, вот тот же Но самый... на самом деле количество этих мероприятий, оно там, ты иногда И просто... как раз-таки да. члены ассоциации будут иметь доступ к вот этой вот общей сетке этих событий и мероприятий, на которых они могут потом подавать заявки, правильно? Все корректно. Я, там, город Правильно. Алматы, подаю заявку, подтверждаю, что у меня есть бюджет, у меня есть инфраструктура, койко-мест, расположение, размещение, все, трансфер. Я хочу, я могу, я буду. Правильно. А в Казахстане у нас от лица Казахтуризма Convention Бюро принимает участие. Они единственные пока. Мы в следующем году планируем быть членами этой Выросли, ассоциации. созрели, да, надо. Очень молодцы, да, мы с ними встретились, они рассказали, они уже провели в 2019-2020 году, по-моему, в 2020 успели провести около 6 или 8 мероприятий, то есть они были той стороной, которая принимает гостей. Процесс там абсолютно простой. Вы понимаете объемы, которые у вас есть, вы понимаете количество койко-мест, вы можете оценить, наверное, сколько заинтересована наша страна или наш город, наши ассоциации в проведении, нужно им вообще это или не нужно, и подаете заявку, эта заявка рассматривается в случае одобрения и попадания в финал. Есть возможность, когда они прилетают и лично знакомятся с городом, есть возможность, когда они дистанционно принимают решения и могут сказать, да, вы условно там в декабре или в ноябре этого года будете той страной или тем городом, который принимает. Что это дает? Это дает такие поинты, то есть там нет смысла, наверное, участвовать в очень крупных, да, выставках или конференциях, которые дают. Там у каждого мероприятия Когда у нас свой есть вес. свои. Да. Особенно, У когда нас очень хорошие свои мероприятия, да. А здесь мы покрываем, наверное, историю про то, что мы зарабатываем на международной площадке, Да. поинты, баллы и имидж города И вообще свою поднимаем. визитную карточку, что есть Всё такой правильно. город, он умеет, он может, и он должен в дальнейшем это двигать. Ну вот, например, да, визит Алматы подает заявку, является выступающим, так скажем, звеном. Далее, вот получил эту возможность, визит Алматы, представляющий город. Это же многопрофильное мероприятие, цикличный, целый такой вот спектр, да, который будет потом, видимо, раздаваться. На какой основе, получается? Также на конкурсной для туроператоров, для трансферных компаний, для объектов размещения. Вот. Как проходит? каком принципе? Заявка перед тем, как подастся, мы уже должны сформировать такой сценарный план. Мгм. То есть мы уже собираем всех тех, кто заинтересован, условно. У нас Мгм. идет, или же там мы заинтересованы в выставке в сфере медицины. Мы Мгм. идем в ассоциацию, которая... Профиль. Да, Мгм. профильная ассоциация, каждая ассоциация должна подтвердить, им это интересно или неинтересно, есть ли какие-то перспективы в этом или нет. Мгм. Мы обращаемся к министерству, которое Мгм. курирует данную Мгм. ассоциацию, мы обращаемся к партнерам, которые могут быть около этой сферы или около Мгм. этого вида Причастны деятельности, да, как-то, да. причастны. Мгм. Если они подтверждают письменно и официально, мы должны будем прилагать Мгм. эти все письма для подачи заявки, и после того, как мы уже практически отработали это все, то есть мы уже выбрали место, мы понимаем, что Мгм. количество по всем параметрам совпадает, бюджет совпадает, и все поддержали, мы отправляем письмо от госоргана, которое говорит: Мгм. здравствуйте, мы поддерживаем. Мгм. Это один, кстати, из главных моментов для этой ассоциации. Им важна поддержка государственного органа, Мгм. что Как они... гарант. Да, Мгм. это такой своего Мгм. рода гарант. И уже сформированная заявка, которую Мгм. мы отправляем, она практически на 90% проработана. То есть, когда Мгм. нам говорят, что все, вы становитесь хостом мероприятия, и вы будете тем, кто будет это Мгм. проводить, там остается просто это сделать. То есть мы уже вот, сказали, вот что мы это самое сделаем. важное, да. Делать это Кто всё, да. будет делать? За чей счет этот банкет? Но здесь дело не про счет. Мы уже услышали, да, откуда идут финансирование и вливания. Вот по какому принципу, да, вот все, мы, город Алмата, проводим на следующий год, например, всемирный, там, ну вот горный конгресс, например, вот кто будет оператором по приему, по размещению, по формированию какой-то развлекательной программы? Потому что мы говорим про МАИС. МАИС — это цикл. В цикле МАИС должны быть задействованы абсолютно все субъекты. Генератор, агрегатор, дилер, дистрибьютор и так далее. Это уже все остальное, это уже конечный турист, который приедет и ждет, что его будут кормить, поить, развлекать, провожать. Операторов у нас много, они есть. Объекты размещения у нас тоже есть. Вот как будет эта коммуникация? Вы будете тоже посредством тендера среди операторов это все разыгрывать или кто будет?
Фасилитатор всех. Иметь. Да, я правильно. Да, вы абсолютно правильно все сказали, Тари. Смотрите, фасилитатор всего этого события остается и будет Visit Алматы, потому что они являются членом этой ассоциации, ответственность несут за это все, отчет фактически будем делать мы. Да. По поводу финансирования сейчас идет в формате частных инвестиций, то есть мы будем лично искать деньги, кто сможет, партнеры, спонсорство и прочие моменты. И в рамках тех, кто будет за это, совместное решение будет приниматься всех тех, кто является спонсорами этого мероприятия. То есть это будет в таком формате проходить. Потому что вы же сами не можете. Хорошо, ну авиаперевозчик. Да, ладно. Это будет же все равно, да, вот группа людей или постоянно меняющие друг друга группы людей. Их будет в любом случае, да, встречать гид или туроператор в городе. Конечно. И вы будете выбирать его вот коллегиально. То есть вот Конечно. будет какая-то рабочая группа, состоящая из... Все абсолютно стандартно, все так же, как проходит абсолютно везде. Это действительно, да, рабочая группа, в которой есть члены, которые или являются спонсорами, или являются организаторами, или являются ассоциацией, То есть они придут, скажут, вот у меня есть турфирма, она будет, да, проводить, как у нас это делается? Она, не совсем так. Нет, да, не совсем так. Ну, у нас же есть практически частные, да, партнеры, с которыми мы практически постоянно работаем, и все те, кто заинтересован. То есть обычно мы даем клич всем, рассказываем об этом всем. Те, кто заинтересован, подают заявки. В рамках этой заявки кто-то подходит, кто-то не подходит. Да, кто-то успевает это сделать. У нас же основной момент — это сроки, а сроки — это, наверное, так самый что все болезненный. уже готовимся потихонечку. Да, в любом случае, если будет какое-то мероприятие, там мы сами будем участвовать в тендере, то есть на платформе быть хостом тоже будет сложный момент. И для того, чтобы быть уверенным в подаче заявки, нам нужно будет иметь партнеров, те, которые готовы, да, условно даже прокредитовать. То есть не все имеют такую возможность. Вот. Да. Нюансов очень много. Сроки и кредитование, наверное, это основные моменты, по которым мы и будем выбирать партнеров. Ну, то есть это коллегиальное решение в любом случае, но есть два нюанса, да, которые решают практически все. В общем, это вот прям понятно. Но это очень хорошая насколько история. Круто, да. Это называется событийный туризм. Все верно. Это проходит событие, оно может быть, это череда событий, если мы останемся в этой ассоциации надолго, может быть разовым, но в любом случае наш туризм будет зависеть как от этого инструмента, да, так и от остальных дополняющих, то есть эту цепочку. Хорошо, вот это мероприятие пройдет, гарантии на проведение следующего нет. Мы должны понять, наши операторы должны понять, кто выжил, кто согласен, кто хочет, кто дальше видит себя в этой области нашей интересной, прекрасной, как туризм. И говорит к себе: я хочу работать внутри Казахстана, я хочу развивать турпродукты. Есть у меня видение, например, я являюсь представителем агрегатора тех самых тоже, да, каких-то мероприятий. К нам стекается очень большое количество запросов, да, куда поехать во время выставки. Мы инициируем, чтобы люди, приезжающие на выставки и конференции, оставались чуть дольше. То есть здесь мы должны включить авиаперевозчиков, чтобы цены были чуть дешевле именно на этот период в рамках за выставкой. И чтобы люди, оставаясь здесь, понимали. Но основная цель, поинт нашего собрания, да, что как сделать, чтобы в декабре, в ноябре что-то было, что-то происходило. Город сказал: да, мы готовы войти в мировую сетку календаря мировых там событий. На местном уровне что-то планируется, там, я не знаю, расписание. На сколько лет вы уже планировали календарь? День города, что там у нас еще может быть? У нас есть, есть международные вещи, которые будут проходить просто в том режиме, в котором они будут проходить. Это новое явление, и мы постараемся в нем активно поучаствовать. И из внутренних моментов, что интересно, мы пробовали разные форматы. Единственный, наверное, формат, который более-менее подходит к нам, это поддержка малого бизнеса в Казахстане. Ну, здесь конкретно в Алмате, да, Алматы и Астана — это, наверное, два самых крупных города. То есть Алматы — это креативный город, будем честными, да. А Алматы и Астана по креативности, ну, по статистике 19-го, по-моему, года, они забирают вроде около 65% всех креативных активностей, которые проходят в Казахстане. Каких? Да, ну, то есть креатив — это все то, что... Ярмарки? Ярмарки, фестивали, дизайн, выставки, конференции, форумы,
А за какой всё то, период что вы планируете касается вот эти мероприятия? То есть фильмов. календарь, чтобы вот люди могли понять. Вот календарь, я могу там свой тур-маршрут какой-то, ну, тур-маршрут для своих туристов, например, составить с учетом этих активностей. Не совсем так. Я сейчас попробую рассказать, как это будет сформировано в том виде, в котором мы хотим это вести в дальнейшем. Да? Вот, внутри Алматы и Астаны разделение идет тоже такое сильное, чуть больше у Алматы, чуть меньше у Астаны, то есть 60/40. Большая часть мероприятий, они все-таки проходят в Алмате, да, и этим нужно пользоваться активно и хорошо. То есть у нас сформировалось некое такое креативное общество, которые самостоятельно делают мероприятия. То есть те мероприятия, которые и являются, наверное, событийным туризмом. Событийный туризм, который... Ну, про некоторые коммерческие, да, мы знаем. Да. Там Тенгри Ультра проходит. Там, ну, Все вот такие, верно. да, Да, у нас есть спортивные мероприятия, это также является частью Мгм. событийного туризма. У нас есть творческие фестивали, да, Творческие, которые да, проводят очень много. ребята. У нас есть какие-то такие мини-фестивали, которые проходили, да, условно, недавно. Шулама. Не, ну, Red Bull, который у вас Не, проходил. Ага. Почувствуем иногда. Иногда Не, бывает. мы чувствуем, проводим и более того активно занимаемся тем, чтобы сами притаскивать там какие-то мероприятия. Да? Например, если взять, вот у нас мы до сих пор, конечно, из-за ограничений, связанных с ковид, до сих пор не можем провести мероприятие. Это скиш, знаете, там это чемпионат мира. Мы в 2019 году ездили, у нас подписано соглашение с Розой Хуторов, партнерство, и мы там принимали участие, там, скажем, выступали партнерами на мероприятии. Это чемпионат мира по лыжам среди журналистов. Вот, и мы на этом мероприятии принимали участие в Розе Хутор. Вот, и там как раз подавали заявку на то, В качестве что... участника? Нет, в качестве партнера. Да, мы там с организаторами были, и Мгм. там, скажем, там объявили о том, что мы хотим принимать это у себя, выиграли эту заявку, да, потому что там... Вот, и вот до сих пор, правда, в этом году должно было пройти, в итоге перенесли сейчас на весну. Но зато вы чувствуете, что оно как бы у вас есть. В какой период вы планировали? В сезон? Да, конечно, это был февраль, сейчас декабрь, Мгм. ну, теперь, дай бог, март. Март. Ждем. Таки март. Нет, ну, на самом деле, просто о чем это, да, Мгм. что это 200 журналистов со всего мира приедут там и напишут это об как этом, да. медиафорум, который Да. тоже проходил Вот. в Алматы ранее. А, Мгм. Вот хотел, помимо там того, что вот мы говорим, там, не знаю, там вы обозначаете мероприятия какие-то, там, не знаю, там всемирный такой форум, всемирный такой. Мгм. На самом деле сейчас и вот эта вот история, да, вот про визит Алматы, наверное, да, про город, да, чтобы привезти что-то большое, вот, Мгм. но сейчас вот, если это, наверное, необходимо обучать, наверное, в том числе и вот субъекты, да, вот, которые внутри находятся города, кто может принимать, кто заинтересован в этом, о том, что можно принимать мероприятия, на самом деле, намного меньшие, да, и на имеющуюся базу, собственно, вот, чтобы и они были- совершенно разные. Там, Мгм. не знаю, вот мы примеры там обсуждали, вот мы чем, например, сейчас тоже вот хотели бы там к этому прийти. Ну, идет обсуждение. Вот, например, там нам коллеги рассказывали, форум авиадиспетчеров. Вот просто вот авиадиспетчеры по миру. Это Можно самим генерировать. вот, то есть приехать. придумать, Нет, да, там не ну, то, что там не надо мгм. ничего придумать. На самом деле, там условно это один человек, ты с ним должен договориться, что он Мгм. привезет тебе форум диспетчеров. Это 700 человек, которые приезжают на неделю со всего Мгм. мира и Прекрасные там диспетчеры. космические бюджеты оставляют. Ну, потому что, оказывается, у Кто них... курирует Вот, это? оказывается, просто там, условно, авиадиспетчера — это те люди, у которых очень стрессовые профессии, и они там Очень. очень страшно пьют и очень много денег оставляют, потому что надо расслабиться. Лучше, чем форум хирургов, я считаю. Нет, Зовём и я говорю, диспетчеров. Вот, ну, хотя это мы говорим про мероприятия, условно, там, основанные на лидерах какой-то определенной группы, да. То есть, если взять, например, там, не знаю, там, найти, там, не знаю, там, человек, который там создал ассоциацию, там, не знаю, бачаты, йоги, там, что такое нет сейчас, да. Ассоциацию ассоциаций. в конце Вот, да, концов, и прийти к нему и сказать, слушай, вот у нас есть Алмата, вот есть у нас такая вот там база, да, ну, если он говорит Да. про Чембулак, там, вот у нас есть Будем такие вот, говорить про Чембулак, да, пожалуйста. facilities там, да, и Мгм. вот приезжайте, вот мы это можем предложить. И это будет создавать действительно, ну, прогресс там, да, то есть это совместно. Я думаю, что сейчас
не так много объектов туризма, да, думают об этом и двигаются в этом направлении. И на самом деле это вот, ну, помимо там, там города, да, если бы каждый, то есть делал, да, это там, ну, наверное, развивался бы в этом направлении коммерческие структуры, в первую очередь, да, они, это имело бы очень большой эффект. Очень. Вопрос, надо людям рассказать об этом. Вот. Мне кажется, что ну, люди, там, не знаю, условно, малый бизнес, средний бизнес недопонимает потенциала этих. Абсолютно с вами согласна. Знаете, вот прям вот я скажу, у меня это было вот в одном из, я не знаю, тезисов и видений. Почему у нас в первую очередь сезонность есть? Не только у нас, везде. Потому что это легко. Это, в принципе, требует наименьших затрат для зарабатывания. Мы знаем, что есть сезон, например, да, на Алаколе, куда люди поедут в любом случае. Зачем мне, как туроператору или турагенту, продавать Алаколь в ноябре? Это мне предстоит приложить какие-то усилия, что-то там придумать. То есть это змея, кусающая себя за хвост. Получается вот цикличность. Я не работаю весь год, потому что у нас сезонность в туризме, но я не продаю вне сезон, потому что это надо прям понапрягаться. Отсюда идет следующее наблюдение, которое я вынесла просто вообще ошарашенное. Это называется, сейчас скажу, когда сам объект продает себя. Когда travel объект становится поинтом, становится трендом. Вспомните Копчегай. Год назад. Льдины, торосы. Кто из них, кто из нас видел эти торосы? Или никогда не видел в жизни? Или Копчегай только заполнился? Или вообще, в принципе, это только произошло? Да, они всю жизнь были именно на этом побережье. Именно стоило девушке, да, снять ролик красивый. Ломанулось просто бесчисленное количество туда алматинцев, регионы. Люди приезжали с областей. Что там за льдины вдруг? Образовались в пригороде Алматы. Вот он этот travel point, цель приезда, да, и это дестинация. Я сама туда поехала через 2 недели, когда это все там запустилось. Я не успела. Ну, в этом году можно успеть. Да, И мне в тоже кажется, следующем. это Где же оно все еще будет? И есть возможность на этом заработать, и есть возможность это классно упаковать. И будет не только это, и как этот бедный вулкан ледяной, кто об нем слышал тоже в этом году, он тоже всегда был в этом году. У нас принцип такой: приехал, увидел, унес с собой то, что не унес, загадил. Все, нет, потому что провайдеров нет. Нет, кто будет за этим наблюдать, кто этих будет людей сопровождать. Приехав через 2 недели на эти торосы, я увидела чай, кофе, плюшки. 4 ларька стояло. Иван Иванович, там кто-нибудь, Талгат Петрович, кто-то подсуетился и такой чаек с чем-нибудь, может быть, еще там притащил. Турфирмы включились. И еще через 2 недели предлагаю фотосессии. За всего 7 тысяч тенге поездку на Копчегай с профессиональной фотосессией. Все, там уже все были. Я хочу сказать, что за 4 месяца вы, турфирмы, потеряли очень много. Там, да? Да. Также и на вулкане. То есть турфирма должна быть сейчас в такое скомканное, скованное время не только агрегатором, как бы поисковиком, что только у меня вы можете купить вот это. Любишь фотографироваться? Я тебя лучше всех сфотографирую. В таких точках. Ты на Шамбулаке был? Был. А в незамерзающий источник, да, например, там видел? Большинство туда ходят только пенсионеры. Кстати, еще один очень хороший сегмент — это вот эти люди, которые, собственно, сами по себе являются, они прям вот осветители того или иного направления. Ну, как и вот первопроходцы, да, они, оказывается, туда всю жизнь уходят и там видят. Сейчас люди, да, любят фотографирование, самолюбование. Значит, на это можно выехать, значит, на это можно сделать. Вот у вас, в принципе, я думаю, что вы побороли цикличность, да, Чембулак? Я думаю, у вас сейчас не стоит так эта острая проблема. Как вы это сделали? Как вы летом существуете? Что вы там делаете? Не, ну, конечно, во-первых, Чембулак, он близок к городу, мы об этом говорили, да, то есть мы географически. Но, знаете, вот 5 лет назад, я помню, мне попалась там, под руку статистика там, наших, там, назовем парк аттракционов в городе на горе, вот, летняя статистика. И я так посмотрел, думаю, ё-моё, нам можно расти еще. То есть потенциал просто. Когда мы видели, что у нас зимой приезжают люди катаются, да, а летом, ну, есть там определенный спад. Хотя он
Я бы не скажу, что мы там туда, у нас там пусто было, да. Ну, начали просто с позиционирования. То Но есть, они кратковременные были, да? Приехал, посмотрел, уехал. не, но На канатке прокатился и уехал. оно, Нужно же, чтобы остался. нет, и сейчас такое есть. Вопрос в другом, что постепенно необходимо там поменяли позиционирование, да, Мгм. и поменяли отношения, да, то есть это отношения как наших там партнеров, так и там клиентов, да, то есть условно даже взять вот, например, там размещение там наружной рекламы, которую там, мы там зарабатываем большую часть денег на этом, да, и то есть наши все партнеры говорили раньше, что нет, мы размещаемся только зимний сезон, что у вас там летом делать? Вот. Партнеры турфирмы? Нет, мы говорим про крупные бренды, да, то есть я к чему веду, что они сейчас Рекламодатели. ну, Это просто же они поменяли, нас то есть, ну, смотрят. там, условно, там, заставили всех разместиться круглый год. И то есть, когда человек уже приезжал, то есть, Как заставили? ну, Бесплатно? Я не знаю, силой? Взяли в залог? первый раз это было и бесплатно, да, условно, Мгм. лето дали. Кормили, просто, да. поили. Мгм. Вопрос в другом, что когда люди приезжали, да, на объект, они понимали, что это не что-то вот, ну, как будто вот, то есть тут все пусто, здесь пусто, там, Мгм. да, то есть наполненный жизнью объект и летом, да, Мгм. это вот. И вообще, то есть сейчас мы говорим о том, что мы горный курорт, мы круглогодичный курорт. Потом, Мгм. например, развитие активностей, да. Понятно, что в основном люди приезжают сюда прокатиться на канатных дорогах, да, и Мгм. прокатить, там, не знаю, покушать в ресторанах, да, прогуляться. Мгм. Но добавляя активности круглогодичные, да, такие там экстремальные активности, там, приключенческие, да, это все равно там это капля по капле, да, вот, ну, оно создает Мгм. С продукты. субъектами малого бизнеса сотрудничаете? Да, конечно, у нас Ивент-агентства какие-то, да? нет, это сейчас, смотрите, в бонусы. целом сейчас мы развиваем историю того, что вот мы у нас на базе в моей структуре создали вот отдел продаж вот на Чембулаке, который просто вот как раз занимается тем, что мы сотрудничаем и с агентствами напрямую, да, и чтобы под ключ организовывать там и в основном мероприятия, продавать Мгм. гостиницы, которые у нас находятся, то есть туриста вести там от начала до конца, там и работаем с городскими гостиницами. Но вот если говорить, опять же, да, про сезонность, да, то есть понятно, что это для нас, мы, во-первых, для себя поставили такую цель, да, и просто думали о том, как это сделать, да, то есть это менять соотношение людей, что мы не круглогодичный курорт, мы не зимний курорт, да, а круглогодичный, да, вот, что мы, это добавление, то есть активности, да, там, мы за вот эти 4 года, там, помимо того, что мы открыли, там, то есть, там, конные Мгм, прогулки, мгм. пешие прогулки, да, предоставляем летом, то есть мы построили там зиплайн, там, построили там альпин-парк, да, то есть Крутой, это кстати, парк такой Мгм. квадроциклы поставили, то есть постепенно Замыкаем этот цикл, да, чтобы чтобы человек приезжал, восприятие, чтобы было, чтобы человек, который важно, чтобы алматинца, которого спросили, да, что делать, чтобы там Правильно. летом, да, и у Правильно. него не было такого, что там, а зачем ехать на Чембулак, там, да, чтобы, ну, Чембулак же Приезжай это, зимой. Мгм. да, хотелось бы, чтобы в головах сидело это, что на Бренд. Чембулак можно ездить круглогодично. Мне Мгм. еще понравилось, что на Чембулак, ну, то есть если у нас последние же 2-3 года очень аномальная жара в городе. Мгм. На Чембулак приезжаешь, там минус 10-15 градусов сразу же. и Это тоже спокойно фишка, спишь. кстати. И плюс да? еще у вас хорошо то, что отели в летний период, ну, после того, как канатка открывается сразу, вы же закрываете на месяц. По отелям стоимость намного ниже. То есть в зимний период она Вы очень знаете, высокая, вот а вот Это отель- прям, вот это же Летний прям период правда, это отлично. то, что Оно работает. действительно то, что Да, да, если это ты человеку работает. скажешь, там, ну вот на выходные за 10 тысяч тенге поешь на Чембулак, я да. Да. Ну или даже не выходные. Найдешь посреди недели время, допустим, да, там спецпредложения, суперфишки у вас они были, вы их размещали. Это бонусная, да, вот эта вот система тарификации какой-то там. И Ну, да, смотрите, вообще сейчас, если говорить, там, вот, ну, после ковида очень сильно, да, мы увидели, что тренд ходить в горы, он развивается там очень сильно. да. Очень И, сильно. Сам по э, себе, опять же, Но у да, нас объект безопасность создает, теперь. да, да. Он и, ну, у нас был, ну, то есть летом там проводим акцию всегда, вот, там, горное утро, да, те люди, кто до работы ходит пешком, у нас можно на канатной дороге за 500 тенге спуститься. Вот, там, Подняться до 11 утра. да. Вот Поэтому- кто ходит перед работой, молодец. Да, я часто хожу в горы. Я вам, знаете, Поэтому пожелаю не загордиться и не перестать расти. Чтобы вы никогда ни одному клиенту своему не сказали, вы знаете, у нас и так много туристов. У нас оверсайз, там, например, нон-стоп, загруженность, 100%, более чем. Потому что я, как, опять же, тот же самый генератор
Но у нас была большая, на мой взгляд, да, группа, порядка 100 человек. Это был корпоратив. И один курорт нам сказал, ну, нам не интересны вы, потому что у нас есть иностранные туристы. Я тогда сказала в сердцах, ну, подожди, откормила я тебя, Катюха. Думаю, ну, давайте на ваших иностранных туристов, ждите их. И мы поехали на другой курорт, прекрасно провели 2 дня, оставили своих личных, много эмоций, денежных, различных вообще эмоциональных. Но это жаль, что да, когда мы доросли до того уровня, что нас не интересует. Пусть вас всегда интересуют все. Да, именно поэтому мы, например, у нас, если говорить там тут в части развития там коммерческой структуры, ну, управления, да, то есть потому что то, о чем вы говорите, я, например, в какой-то момент я понимаю, почему, например, так сказать, потому что если ты работаешь всегда в режиме там максимальной оптимизации, вот, чтобы что-то развивать, нужны ресурсы, в первую очередь, человеческие, да, и когда, ну, знаете, как шутка, да, там типа это, как вы все успеваете? Да никак, я не успеваю просто, вот. И здесь, вот, здесь важно, что если для того, чтобы что-то развивать, там, да, условно, вы должны работать на максимум 70% своих возможностей, чтобы 30% там уделять какому-то развитию, да, вот, ну и постоянное развитие подразумевает развитие именно человеческих ресурсов, да, внутри команды, да. А корпоративный обмен тогда из этого вопроса у вас вот такое может быть, например? Вот мы полные, да, вот у нас на стопе мы стоим, а мы можем вам порекомендовать, например, там какой-нибудь глэмпинг, парк или еще что-нибудь. У нас были ситуации, когда вы рекомендовали друга. Да, но это, скажем, было вынуждено, потому что у нас там, в силу того, что там, были мероприятия, когда курорт был закрыт. Да, но вы никого не обидели, вы посоветовали. Нет, мы расселяли, я бы сказала, это. Давайте не будем эту тему продолжать. Почему? Вот как раз-таки слушают, смотрят то, что не будем продолжать. У нас, конечно, есть вот еще очень важный человек в плане того, представитель как раз-таки этого цикла. Мы начали от производного, да, от продукта, который мы будем. И есть те, кто его двигает и продает. Вы, АСЕМ, нуждаетесь вот в полном цикле 365 дней? У вас всегда турист есть? Нет, конечно, это вообще в целом проблема казахстанского туризма, что ярко Секунду выраженный вообще перебью. сезон. Да. В поиске борьба с сезонностью в туризме найдены мною практически только дипломные и работы. Мы просто в какой-то архиважной теме сейчас вообще двигаемся. Наверное, дай бог, запустим целую эру движения вообще. Ну да, учитывая, конечно, специфику Казахстана, наш климат, вопрос сезонности, он очень такой актуальный для нас. И ищите сами продукты. Конечно, мы ищем продукты, и очень радует, что в лице государства есть поддержка, да, что ищут новые пути, да, там, как развивать деловой туризм. Это очень важно, потому что, ну, вот это один из путей, да, там важно также какие-то еще мероприятия организовывать там, с профессиональными игроками рынка, да, там, туркомпаниями, которые занимаются активно майс-туризмом у себя там в стране, да, чтобы они тоже были заинтересованы. И вот как раз такие коммерческие мероприятия можно не только там через ассоциации или там непосредственно через какие-то коммерческие компании, да, то есть можно и через туристический рынок, который обслуживает вот этих корпоративных клиентов, их также привлекать, чтобы они тоже знали, что вот есть Казахстан, есть Алматы, есть Нур-Султан, есть, ну вот в частности, да, там, которые готовы принять любое мероприятие там, их клиентов корпоративных и там инсентив какую-то группу, да, просто какую-то там, может быть, бизнес-трип или там поездку там для там, совета директоров, да, какой-нибудь корпорации. А вы сами ходите на выставки в поисках туристов? Конечно, да, я сама лично посещаю по максимуму все возможные выставки, сама лично общаюсь и там с туроператорами иностранными. А и с выставки не профильные? Нет, вот на непрофильных мы пока не участвуем. Вот, ну, кстати, даже не участвуя, представляйте свой продукт, приходите, потому что каждый участник, его коллеги, они являются туристами. Вообще, да, это, кстати, очень интересная идея, надо подумать об этом и посещать не только профильные туристические. Средняя выставка — это 500 компаний. Ну да. Как местных, так и зарубежных. Скажем, среднеарифметическая 2 человека, а в частности это вообще бывает 3, это 1500 туристов вот одномоментно находятся в городе, которых можно прийти,
убедить и продать им. Ну да, это очень интересно. Ну, вообще, если честно, развитие туризма — это все-таки, наверное, такой эффект синергии, когда все участники отрасли Точно. совместно продвигают, совместно привлекают, совместно что-то делают. То есть там один туристический объект или одно государство, или там только туроператор, мы не можем самостоятельно там развить, да, и ту же сезонность, скажем так, выровнять, да, в нашем случае, конечно, зима. Это самый такой низкий сезон, где надо искать дополнительные возможности. Вот, конечно, деловой, да, это действительно тот вид туризма. Детский, возможно, да. Да, и вот я хотела сказать, что есть еще очень такой интересный вид туризма, о котором мы часто забываем. Это детский туризм. И, Вы в частности, конечно, продаете? да, это внутренний туризм. И, просто даже чтобы понимать, да, потенциал этого туризма, это несколько миллионов человек, потенциальных покупателей внутри страны, да, и не обязательно их возить из региона в регион там, или из города в город, даже внутри города, да, школьники могут там на однодневную экскурсию, какой-то однодневный тур, это могут быть и будние дни, да, там в рамках какого-то урока, или выходной день, да, там уже в качестве как просто какого-то отдыха, там выехать на природу куда-то за город. То есть живые уроки, с которыми, да, уже да, вот как раз-таки перехожу плавно к теме живых уроков. Мы были участниками первого пилотного проекта живых уроков. Это было в прошлом году. Этот проект инициировал Казахтуризм совместно с Национальной палатой Атамекен. Где? Проходило в нескольких городах. Это был Нур-Султан, да, Алматы и Тарас. 3 города. Тарас, да. Да, достаточно интересный формат. То есть, конечно, помимо того, что мы удлиняем наш сезон, потому что школьники могут ездить круглый год, здесь был интересный... Родители школьников заинтересованы, чтобы они ездили круглый год. Видите, формат... Работающие особенно. Особенно работающие. Формат живых уроков, он чем интересен? То есть это не просто экскурсия, не просто отдых, когда мы говорим там, выберите время свободное от занятий. То есть это по факту живой урок. Содержательный, познавательный, содержательный, да, который тесно связан со школьной программой. Вот у нас на примере Алматы, я могу рассказать, мы проводили живой урок по предмету биология для 7 класса по тему пищевые цепи. И проводили мы его в зоопарке. Прекрасно. Вообще, на самом деле, проект замечательный, потому что мы понимаем, да, что в школе не всегда такие предметы бывают интересны, а тут дети... Почти никогда. Да, давайте будем честны. Говорить честно. Кто из нас запомнил что-то? Про пищевые цепи? Кто помнит что-то из пищевых цепей, да? Да, дети, конечно, вот именно в этой экскурсии, то есть помимо того, что вот они посетили зоопарк, да, то есть это что-то такое активное, живое. У них была часть, скажем так, теории, практической теории, где они могли сами покормить лягушек и ящериц. То есть у нас был класс, где там им рассказали немного теории и уже показали, скажем так, лабораторно, да, то есть вот они брали этих лягушек, ящериц, кормили. Да, конечно, восторгу вообще не было предела детей. Вы представляете, да, то есть они там в зоопарке еще там с этими животными. И какие эффекты были, да, во-первых, дети лучше усваивают материал. То есть это не сухое изложение. Это к этому вопросу мы придем. Вот, то есть это не сухое изложение предмета, да, это очень интересно. Во-вторых, здесь через живые уроки также можно проводить профессиональную, скажем так, профориентацию детей, да, и, скажем так, прививать в детях любовь к естественным наукам, техническим наукам. То есть на будущее готовить уже, да, там желающих. Экология, да, уже. Конечно, да, это будущие биологи, физики, экологи, химики, да, конечно, предметов очень много. Вопросы. Да, поэтому для любого, вот считайте, один ученик 7 класса как минимум в году может посетить там живой урок по 4-5 предметам. А сколько у нас учеников 7 классов, да, там в Алматы только... К этой интересной части бюджетирования. Да. И, конечно же, плюсы и для педагогов, для школ, да, уроки, предметы осваиваются лучше, успеваемость учеников растет, и, конечно же, для родителей
родителей, много Мгм. плюсов, да, то есть дети заинтересованы, сами занимаются, у них куча эмоций, и, конечно же, интерес растет. Ну, то, что касается финансирования, Виктория, вам прям так очень интересно, да? Я же родитель. Мне же нужно на год план составить. Здесь, смотрите, есть, конечно же, два варианта. Это может финансироваться из государственного бюджета, да, ну вот в Мгм. частности пилотный проект, он как раз финансировался из государственного бюджета. Ну, я думаю, как в принципе, у нас есть, республиканского, во-первых, так и отделение региональных. образования, да, которое Да, тоже конечно, имеет свой конечно. нормальный такой Да. бюджет, надо думать. Ну и также это могут быть, скажем так, частные оплаты, да, там со стороны Мгм. родителей, Ну, потому что ну, исключительно коммерческий. коммерчески, да. То есть вы понимаете, если это экскурсия там на полдня, днем в городе, там группа школьников, Мгм. соответственно, там стоимость делится там на каждого школьника, это не так дорого получается. И в Мгм. принципе, ну то есть там многие родители, я думаю, могут себе позволить там в городе там ребенка отправить там раз или два Примерно раза сколько в год. стоимость? Ну, по-разному. Там может от 5-6 тысяч варьироваться Вполне. на Вот школьника. мы идем Ну, то есть зависит от батутный программы, парк за конечно, там 5. Да, пару часов, да. потому что Всего вместо на того, 5 чтобы в часов. ТРЦ идти, Да, А конечно. лучше, да, я бы лучше, да, ботсад куда-нибудь, Да. да, просто там на пленэр порисовать, Да. возможно, но мы на самом деле, посмотреть. да, рассматривали, когда у нас же была одна из историй, когда открылся Леонид Богданович, и безопасность как раз-таки в горах, она, ну, с другой стороны проявилась, и когда Мгм. массово туда пошли, мы поняли, что Мгм. в любом случае нужно вот с самых ранних лет изучать эту тему, Да. детям давать Прививать возможность, Прививать, да, да, конечно. понимать, что такое горы, потому что они у нас, вот они, здесь, и Мгм. это является частью нашей жизни, и ходить на природу, изучать основы безопасности в горах, это одна из основных, наверное, то есть помимо того, что это биология, да, условно, или Мгм. живой урок, в других странах, в принципе, для них это абсолютно нормально. Ой, это целый сегмент. Да, это целый Кластер. сегмент, у них есть Мгм. прям отдельный У вас урок, есть? отдельно предмет, который изучает там безопасность в горах. Ну, мы вообще, то есть, вот, сейчас у нас проект реализуется, так называемый «Тропа здоровья». И основная цель этого проекта о том, что мы хотели бы, чтобы человек, который решил ходить в горы, чтобы это был первый этап, который его знакомства. И там помимо там, этой прогулки, да, приятной, то есть там именно как раз обучающие элементы будут, то есть информация о том, как правильно и безопасно себя вести в горах. Мгм. Это на самом деле, да, очень корректная тема, потому что из-за того, что горы слишком близко, мы не чувствуем той опасности, Всей которая их, под да. ней, да, Мгм. подразумевается, Что это не просто и прогулочная это зона. очень-очень, да, очень-очень сложный момент, который, ну, наверное, с годами как-то закроется, потому что сейчас шквал людей в горах, там до 1000-2000 Да. человек поднимаются, и это Здесь не нужно совсем подтягивать инструкторскую базу. правильно. Даже не Инструкторов инструкторы, это мало, гиды именно которые, профессиональные, вот именно гиды, сертифицированные. инструктора. Да, вот мы на тревел-парке летом как раз имели возможность и честь разговаривать с заслуженными вообще гидами в этой сфере, именно детского вот, маршрута. И были очень интересные вещи. Детям нужно это внедрять. Это тоже должно быть, да, как бы на базе. Конечно, да. У вас Ну, вообще нас, какое-нибудь взаимодействие со школами есть? Мы со школами общаемся, мы и там через управление образования Есть. тоже У общаемся. каждой школы и да. садика есть свой фотограф, это все знают. Да. Наверное, чтобы закрепленная турфирма была за каждой школой, даешь каждой школе по профессиональному туроператору. Да? Да, можно так сказать. Но у нас, кстати, в рамках этого урока был предмет не только пищевые цепи, мы еще изучали, детям давали информацию по Красной книге, то есть в целом по нашим паркам, да, то есть у нас экскурсия была длинная, то есть это, ну, и мы захватили несколько тем. Вот. А по безопасности у нас в Алматы открылся ведь визит-центр АЮСА, и на его базе они часто проводят бесплатные. Да, Асель как очень раз таки, молодец да, в этом плане. Школа как раз. Тамыр, они вот проводят часто бесплатные такие экскурсии, да, как раз-таки обучение по безопасности в горах. И, там, Есть по два походу в момента. горы. Да, мы здесь проводили, по-моему, каждый четверг в 6:30, тоже приглашали лекторов, которые говорили про безопасность. Это было бесплатно, то есть ты регистрируешься, просто делаешь. И вот, кстати, вот этот наш визит-центр, хаб, он в рамках поддержки, наверное, малого и среднего бизнеса, мы приглашаем здесь, все, в принципе, желающие могут связаться со мной,
с Visit Алматы, написать письмо или Ширин просто... Мусина, кто забыл, Да. если вдруг. Напишите, если вам нужно будет здесь провести какое-то мероприятие или просто провести какую-то встречу, митинг, конференцию, до 50 человек, вместимость на бесплатной основе мы предоставляем. Все уже, в принципе, Даже пользуются. Стойки для работы есть, да, здесь спокойно, все хорошо, очень красивое место, бесплатно. Единственный момент, это нам нужно будет согласовать с Баланшлаком аренду, да, чтобы мы предупредили и сказали, это там 2-3 рабочих дня, ну, хотя бы за недельку, если предупредите, будет здорово, что вдруг там кто-то что-то не вовремя ответить. И вот в любой слот, который есть на еженедельной основе, на ежедневной основе, выберите время, место, ну, то есть место мы предоставим, время вы скажете, согласовываем, вы спокойно пользуетесь этим моментом. То есть провести здесь какие-то лекции, семинары без проблем. Да, Чембулак тоже в этом плане развивается, туроператоры развиваются, активно двигаются. В общем, да, Академия туризма нам дала сегодня возможность ощутить понимание того, что отрасль двигается, живет. Предприниматели, которые себя желали бы, да, в эту отрасль как, да, более внедрить, плотно заняться этим таким интересным направлением, у кого есть идеи, да, возможности, желания или хотя бы начать, они могут и знают, откуда начать, что есть ниши абсолютно доступные, полные, есть где работать, есть над чем работать и есть где зарабатывать. То есть welcome предприниматели, да, welcome в Академию туризма. Это travel-платформа, это онлайн-платформа, доступная. Я думаю, что все контакты будут под видео. Да. Да. И вы знаете, к кому обратиться по каждому вопросу. Мы себе ощутили и поняли, что цикличность, да, она будет. Это будет замкнутый, продуктивный круг и цикл travel-продукта. Дай бог, чтобы Казахстан, воспользовавшись всеми сложившимися обстоятельствами, вышел в лидеры как по проведению международных мероприятий, да, как развитие собственной инфраструктуры и как звена, продвигающие и имеющие хорошие качественные услуги на этом. Дальше мы, я думаю, будем уже разговаривать по поводу того, как дальше, там глобально, сервис, кого еще интересует все, что с этим связано. Приходите, будем двигаться, да. Спасибо нашим гостям, друзьям, Спасибо вам. тревел-профессионалам. Спасибо. Спасибо большое.